день, ребят, добрый день. Его рабочий день уже давно не нормирован, расписан по минутам. Для Азата Бикмурзина все разговоры важные и нет встреч проходных. Про таких, как он говорят, человек дела. Всегда подтянут, собран и внутренне, и внешне. И даже во время встречи без галстуков с молодыми нефтехимиками никакой вальяжности и даже намека на расслабленность. Генеральный директор и без галстука. Генеральный. Традиционный вопрос из зала. Как вы пришли в профессию? Устроился на работу 22 июля 90-го года на Нижнекамск нефтехим, на этилен, на завод. С аппаратчика начал. Через 15 дней я сдал на допуск. Через 2 месяца меня поставили старшим аппаратчиком. Ну, дальше по восходящей. С 2014 года Азат Бикмурзин – генеральный директор крупнейшей нефтехимической компании в Татарстане и в России. С тех пор доказывать свою состоятельность и успешность руководителя ему приходится, можно сказать, каждый день. Потому как Нижнекамск нефтехим – это не просто мощнейшее объединение, которое включает в себя 8 заводов и 15 тысяч сотрудников. Кроме этого, нефтехим – это множество подшефных организаций, спортивный клуб «Нефтехимик», молодежные и ветеранские объединения. И самое главное, Нижнекамск нефтехим – это по сути своей живой организм, компания, которая всегда находится в процессе обновления и модернизации. На примере производства это особенно заметно. Только за последние 5 лет, за время руководства компанией Азатом Бикмурзиным, перемены грандиозные. Модернизировали установку по производству синтетического каучука изопренового и довели мощность до 330 тысяч. Модернизировали также установки по получению изопрена, построили новую установку по получению формальдегида с компанией Farmox. Значимым объектом также мы считаем экстракцию бензола, на которой мы сейчас практически находимся. Нам позволила эта установка производить дополнительно, без привлечения какого-либо сырья, а путем переработки существующего пиролизного продукта, получить 60 тысяч тонн дополнительных бензола. Вместе с генеральным быстрым шагом проходим по строительной площадке. Работа кипит в круглосуточном режиме. Для нефтехимиков это уже давно норма. Каждый год предприятие запускает новую установку, цех. Здесь же, на этой площадке, уже в следующем году планируют запустить огромное производство дивинил-стирольного синтетического каучука мощностью 60 тысяч тонн в год. Специалисты называют его материалом будущего, каучуком 5-го поколения. Именно из него производят шины с низким сопротивлением и повышенной износостойкостью. Контролировать все процессы на стройке, на производстве, вникать в каждый проект, во все его детали для Азата Бикмурзина дело привычное. Технические новшества, ятаганы так называемые, это которые при 5000 вольт практически как плазма получается. Плазменная уже обработка происходит, разложение углеводородов. Все проекты по модернизации на нефтехимии имеют четкую экологическую направленность. Это уже норма для Нижнекамска. Нынешний 2019 в этом плане прорывной. Помимо множества других природоохранных программ и мероприятий, именно в текущем году нефтехимики намерены запустить грандиозный проект по реконструкции биологических очистных сооружений. Подходит к завершению уже 3-й этап работы, и объект сейчас в такой степени готовности, что его не стыдно показать не только журналистам, но и своим коллегам, бывшим и будущим, ветеранам и молодежи. Понравилось то, что вода именно из грязных стадий превращается вообще в чистую, даже, как бы пить возможно. Это все глобально, масштабно для нас, для молодежи, которая живет в городе, это очень важно. То, что было 30 лет назад, и то, что сейчас, это грандиозная разница, конечно. Тут все более современно так, и про эти микроорганизмы так было интересно слушать. Нам здесь жить, нам здесь как бы детей и внуков растить, алаберся. Поэтому все, что делаем, направлено на то, чтобы улучшить. По сути, сейчас, разменяв 50 лет, Нижнекамск нефтехим вступает в новую промышленную эру. Объединение за все эти годы показало себя как образец социально ориентированного предприятия, активно вкладывая средства не только в собственные нужды, но и на благо города и всех нижнекамцев. Социальная ответственность бизнеса для нефтехима не просто слова, а конкретные дела. В акционерном обществе трудится порядка 15 тысяч работников, в дочерних обществах почти 5 тысяч. Вместе с семьями и ветеранами это более 30 тысяч нижнекамцев, и все они имеют достойное социальное обеспечение. Детские оздоровительные лагеря, олимпийцы, юность – завоевание еще с советских времен.
Сегодня нефтехимики продолжают замечательную традицию на качественно новом уровне. Пятиразовое питание, комфортабельные корпуса, сосновый лес, кружки и развлечения на любой вкус. Для желающих есть также уникальная военно-патриотическая профильная смена «Остров мужества». Как тут ребенку остаться недовольным? Вспоминаешь, как ты с ними был в строю, как ты отвечали за свои поступки, как вообще все вместе это было весело. И тут реально можно и отдохнуть, и повеселиться, и чему-то научиться. Родителям Дмитрия, как и всем работникам Нижнекамск-Нефтехима, путевка в оздоровительный лагерь «Юность» обойдется в сумму 3940 рублей или 15% от ее полной стоимости. Прекрасные традиции, которые заложили еще отцы-основатели Нижнекамска, прежде всего легендарный Николай Лимаев, первый генеральный директор нефтехимкомбината, 90-летие которого компания отмечает в этом году. Я его видел, я с ним, здоровался, условно говоря, но я тогда был молодым начальником цеха. Не подвести своих предшественников, быть первыми на производстве, внимательными к нуждам всех работников – такие задачи ставит перед собой нынешнее руководство Нижнекамск-Нефтехима. Жилищные программы нефтехимиков – предмет особой гордости. Они работают фактически с 2005 года, когда на предприятии заработала программа социальной ипотеки. Со временем к ней добавилась и собственная программа Нижнекамск-Нефтехима по дополнительному обеспечению жильем желающих. Всего ей воспользовались 1400 молодых семей нефтехимиков. Мы очень рады, что выбрали эту дополнительную программу. Очень удобный район. Сейчас строится новый микрорайон. В нашем микрорайоне есть новый садик, есть новая школа. Мы участвуем не только в программах городских, как вы сами заметили, в республиканских. Это и Болгар, это Островград, Свияжск, то есть это и нефтехимик. Это и нефтехимик, да, это можно долго перечислять все, что делает в целом группа компаний ТАИФ и Нижнекамск-Нефтехим в частности. Спасибо акционерам, акционерному обществу ТАИФ в первую очередь за то, что они также поддерживают эти все программы, а также улучшают как и инфраструктуру социальную тех объектов, которые находятся на балансе Нижнекамск-Нефтехима. Ну и также мы смотрим в будущее и рассматриваем новые уникальные объекты. Большие дела и планы большой компании Нижнекамск-Нефтехим, для которой после 50 лет жизнь по сути только начинается. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов, 7 дней.